Есть какие-то такие моменты, которые, ну, может, я не знаю, там секретом это вряд ли назовешь, которые помогают во время Великого Поста, которые, ну, людям постоянно говорят, что это не диета, и многие уже знают о том, что лучше съешь мясо, чем обидеть другого, да? И тем не менее, все равно вот есть многие, кто хочет, но у них, ну, не получается. Вот что бы вы таким людям в канун поста пожелали, посоветовали, ну, грех ситуацией не воспользоваться? Вы знаете, пост это очень важная борьба с зависимостями, прежде всего, с самим собой. Вот нужно перед постом четко для себя понять, от чего ты очень зависим. Вот я совершенно искренне, открыто исповедуюсь и говорю то, что зависим от постоянного, в том числе телефонного, электронного общения. Но так сегодня вот сложилось очень многое, что просто зависим от информационного потока, когда постоянно должен, будь называется, руку держать на пульсе. И я себе говорю, начинается пост, я жестко себя ограничиваю в использовании. Очень жестко и принципиально ограничиваю себя в пользовании вот этими электронными средствами связи. Да, телефонное общение, конечно, необходимо, но вот все остальное уже сводится до минимума. Не 50 раз в день ты откроешь свой почтовый ящик, а достаточно одного раза вечером. Не будешь ты бесцельно пробегать по страницам и ходить, читать всевозможные рассуждения, дискуссии, а лучше ты эти рассуждения отнесешь ко времени чтения хорошей книги и прорассуждаешь со святым отцом, книгу которого ты откроешь, и почитаешь его письма, или почитаешь его поучения. Это намного полезней, это наполнит тебя надеждой. Пост – это время борьбы с тем, что тебя воруют у других людей. Вот это самое главное нужно помнить. И для чего, вот, к примеру, возьмем традицию поста, которая была заведена в египетской пустыне. Монахи уходили в пустыню на 40 дней и возвращались в свой монастырь только к светлому дню Пасхи. Они уходили для того, чтобы упражняться в посте, чтобы упражняться в молитве, в богомыслии, в одиночестве. Но они еще уходили для того, чтобы, как мне кажется, что ли, соскучиться по такому искреннему и очень ценному общению друг с другом. Когда ты понимаешь, что с другим человеком можно и нужно общаться как с большой ценностью, что можно в любой момент потерять это общение. Знаете, это особо чувствуешь тогда, когда стоишь на краю могилы родного близкого человека. И тогда тебе кажется, что ты так и не успел сказать нужных слов, ты так и не успел сказать самого главного, ты так и не успел сделать самого главного. Ты понимаешь, что вроде бы общались, а это общение было не настолько ценным, каким могло бы быть. Вот как раз пост – это время, когда мы должны заставить пересмотреть ценность общения с другими людьми. Эту ценность сделать по-настоящему ценностью, не пустой болтовней, с виртуальными какими-то посетителями нашего мира, нашей жизни, моей реальности, с какими-то там непонятными выдуманными образами, именами и обсуждениями. А нужно пообщаться с реальными людьми, лицом в лицо, дыхание к дыханию, сердце к сердцу, поговорить о серьезных вещах. Вот это и есть время, что, на мой взгляд, прежде всего должно наполнять пост. Это очень хорошая школа. Я очень хочу поблагодарить вас и обратиться напрямую к нашим телезрителям. Я искренне рад нашему общению, и знакомство состоялось только наполовину. Вы узнали, услышали меня, но мне очень хотелось бы и услышать, и узнать вас. Поэтому хотел бы еще рассказать о том, что и святыни нашего благословенного Кавказа всегда с радостью принимают наших паломников. И я очень радуюсь, когда мы вместе молимся в наших храмах. Очень радуюсь, когда мы друг друга поддерживаем в молитве. Очень надеюсь на то, что Господь услышит и мою горячую молитву о всех вас. Желаю, чтобы пост великий был временем и радости, и печали о своих собственных грехах, и радости, и надежды. Я хочу пожелать каждому из вас, чтобы мы жили горизонтом нашей жизни, и чтобы на этом горизонте виднелся воскресший Христос. И еще хочу вспомнить слова одного из великих святителей нашей церкви, Иоанна Златоуста, который говорил о том, что надо просто Христа поставить на самое главное место в своей жизни, и тогда все станет на свои места.
Пусть и в нашей жизни все стоит на своих местах. Божьей помощи всем вам и храни вас Господь.